Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Здравствуйте. О чем хотели пообщаться? Ну, ё-моё. Интернет у вас заканчивается, походу. Нет, это нормально. Ну, вы у меня зависаете. Это вы меня только зависаете. Вы откуда? Я из мамы. Это что? Это мама. Нет, говорите, это повод. Что еще раз не расслышал? Все из мамы, вы откуда? В смысле, где родился или где живу? Господи, где вы живете? Город Белгород. А где родились? Якутия. Как вас в Белгороде несло? Это долгая история. Мама отсюда родом. А Якутия как? Папа откуда? Нет. Мама туда поехала по распределению. Папа там уже жил. А ее распределяли, в смысле... С Белгородского медицинского училища, да? А вы откуда? Я уже боюсь с вами разговаривать, я из Петербурга. Ну, коренная или? Коренная. Не, ну мало, есть люди приехавшие, что. Я вот не коренной белгородец, допустим. Я в Белгород переехал в 93-м году. Ну, мы тут все родились. Прекрасно. А кто по профессии, если не секрет? Секрет. А давайте вы угадайте. Ну, я думаю, какой-нибудь работник культуры. Не расстраивайтесь. Почему? Ну, потому что неинтересно с вами. Почему неинтересно? Ну, потому что так невозможно. Как невозможно? Когда вы сразу попасть, ну что вы забрали. Magic. Ну, просто я так проанализировал внешний вид, постановка речи, как бы. Ну, а знаешь, что в Петербурге все люди такие, как бы, культурно образованные? Ну, предположил. Надо мне исправляться. Нет. Я думаю, не стоит. Ну, так неинтересно. Почему? Потому что я все время мечтаю с кем-нибудь поиграть в игру, где я работаю, чтобы потом сказать, что я работаю в платном туалете. Как в том анекдоте, да? Да. Говорит, ради всего этого я брошу авиацию, да? Ну, ну и что, а что, это плохо, ну, кто-то же должен работать и в туалетах платных. Так вот именно, да, поэтому я и хотела. Ну, только знаете, вам никто не поверит. Да прям. Объяснить почему? Ну, А сейчас везде век технологий. Хочешь зайти, приложи карточку, либо опусти монетку. а вот нет, у нас на Крестовском острове есть совдеповский туалет. Заходишь, кладешь денежку, тебе дают бумажку туалетную, и ты идешь к унитазу. Но учти, тебя за язык никто не цепил. Блин. Я просто иногда у меня фантазия срабатывает. Вы как сказали, что туалет советский. Я бы сделал не так. Я бы выдавал не бумажку, а кусочек газеты. Правда, допустим, да? Слушайте, если бы им дали волю, они бы газету выдавали. Ну, можно туалетную бумагу как бы замаскировать под газетку, да? Ну, просто у меня бывают такие мысли креативные, не знаю, откуда это бывает, почему я такой нищий в итоге-то. И допустим, продавать советские монеты. Ну, там, 50 копеек, вот, купи там за 5 рублей наших, чтобы все было как бы идентично. А монеты-то будут крутиться внутри, никуда не будут расходиться. Ну, хотя, может, кто-то искоммуниздит на память, да, там, 5 рублей, там, или 5 копеек. Спасибо. Вы меня повеселили, спасибо большое. Не, ну а что, представляете, люди бы, да, вот так вот, есть же там всякие, там, восстанавливают всякие исторические события, да, там, битвы какие-то. Да-да. А тут вот именно вот такой вот совдеповский туалет, вот, 5 копеек, кусок газеты, посидел, почитал, подумал. Не, ну ты индеец, я балдеж.
А еще должен обязательно ведро, куда эту газету выкидывать. Естественно. Естественно. Да, естественно. Господи, господи. Представляете, какая очередь была бы просто поностальгировать. Там еще это радио повесить, каким-нибудь там пионерскую зорьку крутить там или голос Москвы. Прям, чтобы вот это там фикусы поставить. Бабушку посадить такую, знаете, в ватнике, бабушку такую сисястую, с платком на голове такую. И чтоб курила Беломор сидела такая, баба. Да, такая ляпа раневская. Да. Достоинство. Такое, знаете, высокомерное. Да. Работает. Или Беломорина, или мундштук, длинная сигарета на конце, знаете. Вот это. Ну, тоже ближе к НЭПу, по-моему, мундштуки. Но все равно классно. Вот скажите, вот зачем у меня так фантазия работает на ровном месте? Я что, не просил? Это не фантазия. Это, знаете, понимаете, в чем беда? Что это не фантазия, это воспоминание. Вот если у меня были такие воспоминания, у меня фантазия вообще бы работала отлично. Нет, у меня воспоминания чуть по-другому. Не, а у меня вот прям все ассоциации. Практически не помню, но точно вот эта китайская роза, это обязательный такой элемент всех этих казенных заведений. Вы предложите вот это вот, может это понравится тема. Кстати, да, у нас у Авроры есть туалет. Он совдеповский, но его сделали современным. Но запах там, вот заходишь, прям сразу чувствуешь, что... А запах остался, да? Да, запах остался. Вот можно там посоветовать. Там же есть книга отзывов, интересно. В туалете есть книга отзывов? А еще можно выпускать освежитель воздуха с запахом совдеповского туалета. Да что ты, черт побери, такое несешь? А то там всякие ромашки, да нафиг надо. Вот интересно, буду, наверное, покупать. Да кто его знает. Хотя бы ради интереса, поверьте, купят. Ну да. Господи. Ну, спасибо вам большое. Да не за что. Вы говорите, ассоциация из детства. Знаете, что такое туалет по-якутски? Нет. Ну, это две палки. Два черенка от лопаты, грубо говоря. Выходишь, распинываешь снег. Делаешь лунку. Одну палку втыкаешь сзади. Снимаешь тулуп, вешаешь на палку. Ну, чтобы спину не задувало. Садишься, делаешь свое дело. А второй палкой от волков отмахиваешься. Ну ты и шутник, конечно. Петросян второй. Такой экстремальный туалет, знаешь. Сходить в туалет и выжить называют. Кошмар какой. Не, я помню, была натянута веревка между туалетом и бараком, когда еще жил в поселке, да. В фургу ходили по веревке. Потому что, если оторвался от веревки, мог и плутануть, потому что вот так не видно на вытянутой руке ничего. Да? Это уже это повзрослее уже, когда задница не помещалась на горшок. Уже тогда, уже в путь. Вперед. Я не отчаянно, я бы, наверное, не выжила бы в Якутии. Да почему это? Жить захочешь, не так раскорячишься. Человек привыкает ко всем условиям. Со Не, временем. ну с другой стороны согласна, что можно ко всему привыкнуть. Но это же от возраста зависит. Чем взрослее, тем тяжелее это дается. Знаете, Якутия это и как, ну, как и север, это такая зараза. Если вот перезимовал, если встретил весну и побыл, и побыл там лето, он затягивает к себе просто. Просто весна и лето компенсируют целиком вот эти полярную ночь, вот это все. Но опять же, летом мошкара, комары. Ну, не везде. Что случилось? Зуб болит, что ли? Да нет, ставила, как комары жужжат. Да, жужжат то ерунда. Вот когда этот мошка, она ж не жалит, она откусывает кусочек мяса. Она мясо, я Ну, знаю. вот он повеселее, да. Даже вот так вот. Лепни, мошки. А они еще и мушки почему-то все время в глаза лезут. Они же не просто, они еще и в глаза все время лезут. Ну, бывало такое.
Ну, везде свой кайф. А вот у вас же тоже влажность высокая. У вас вот нету там комаров такого вот? Нечисти такой нет? Не так много. То есть, ну, я не скажу, что прям очень много комаров. Уже несколько лет комаров практически нет. Просто я их так не люблю, но я все равно пользуюсь всеми фумигаторами. А так как я сейчас временно живу на первом этаже, и подвал же, да, и как бы я знаю, что в подвале всегда есть комары. Но я, ну там, может, что-то жужжало когда-то, но могу сказать, что там уже много лет, как такого прям комариного ада нет. Ну, отлично. А вообще, вот вы говорите, да, вот я бы на севере не смогла. А я не знаю, вот как вот вы в Питере. У вас же тоже там что-то солнечных деньков не так уж и много за год-то. Да, целых 9 часов было в этой зимой. Ну вот. Не, на самом деле, я, видимо, привыкла, я не страдаю от того, что солнца нет. Абсолютно. Нет, по барабану, ни солнца нет. Я, наоборот, люблю, чтобы темно было, поменьше народу, чтобы была плохая погода, чтобы люди не высовывались, и, знаете, ездили на транспорте. Ну, вам надо ехать в Якутию в зиму. Вот там вот минус 54, минус 57, на улице никого. Все по домам. И волки. Да, ну волки там туда уже. В тундру. Я боюсь. Боюсь. Волков отстреливать. Не, мне жалко. Они живые, они же тоже не от хорошей жизни там бросаются на все, правда? Ну, потому что если стая залетает, оголодавшая стая залетает в стадо оленей, она вырезает почти половину. Просто срабатывает инстинкт, запах крови, и они чумеют. Поэтому иногда приходится регулировать. Нет, я понимаю, что там вопрос такого выживания. Не к тому, что вообще, в принципе, просто там убивать, ну, не знаю, мне жалко. Но я понимаю, что... Не, убивать просто так, как бы, да, я тоже понимаю, что это нехорошо. А если из нужды или для пропитания, это другой уже вопрос. Да, я согласна. Другой вариант. Я просто не понимаю людей, которые у нас тут, ну, я, видимо, совсем это, но я не понимаю, у нас на Неве постоянно ловят рыбу. И они из этого устраивают какое-то прям шоу, они с какими-то молотками, то есть они вылавливают эту рыбу. И я шла, значит, с ребенком, и он в глазах ребенок увидит, как он вылавливает большую такую рыбеху, и он ее как молотком хуйнул. Ой, какой кошмар. Мне же плохо не стало. Я сама-то, знаете, это, мне жалко. Ну вот, и ребенок у меня такой очумевший. Ну, это идиот просто, дядя. Я просто не понимаю, зачем это делать на глазах у всех на стрелке Васильевского острова, там, где гуляют люди. Зачем это делать? Устроить шоу просто. Это дурачок. Во-первых, он рыбу до дому не донесет, она начнет уже пропадать. Это все, не знаю. И потом, кто будет из Невы рыбу есть? Скажите мне, пожалуйста. Зачем это? Ихтиандры. Ну вот, если только. Вот он, наверное, вот и не есть этот. Ихтиандр, что он ловит рыбу, убивает ее и рыбу несет домой. Ну да, как бы я тоже так из Невы, я бы не рискнул, хотя я и видал всякие виды рыб, но из Невы я бы, не знаю, не то чтобы обрезговал, но... Так вот, я же говорю, там же плавать нельзя, не то что рыбу есть. У меня просто, знаете, выработалось чутье, в Якутии 17 лет там прожил, даже если здесь я у нас ловлю, там, допустим, карася, я его нюхаю, если он воняет тиной, я переезжаю на другое место, я не буду эту рыбу ловить. Ну, бывает такое. Тина это плохо, да? Ну, для меня это я не буду есть. Это может быть и нормально, но бывает там двойное дно у водоемов такое, если давно не чистили. Именно, ну, дно у водоема. Ну, если я понюхаю, я лучше перееду, еще потрачу полдня, но я не буду тут ловить. Как-то вот так. Ну, я просто зажрался, на серии зажрался просто. Не, ну я думаю, конечно, там все намного вкуснее, чище. Ну, производства нету, химзаводов нету, ничего ж нету такого. Поэтому так-то. У меня подруга на работе, коллега. Видите? Дом, что там экология, озеро, какие-то там что-то. И вы представляете, они построили там ферму куриную.
Это где? Эту связь прервалась. Где-то под Новгородом Великим. Знаю, знаю. В тех краях. И она говорит, сейчас воняет все время вот этой вот, как это, пометом их. Ну, вот. Они эту помет смывают в это озеро, то есть их штрафуют там какие-то 50 тысяч, ну что 50 тысяч этому заводу, правда? Фабрика, не знаю. Ну, это, во-первых, идиотская фабрика, потому что это можно продавать как удобрение. Вот, они раздают удобрения этим местным, а удобрения, видимо, больше, чем нет. Ну, там действительно домов, знаете, раз-два и обчелся. Ну, да, бывает такое сейчас. А они сливают в это озеро. Идиот! Они платят штраф 50 тысяч и дальше это все делают. Если, в общем-то, она говорит, вода стоит, все воняет, в озере плавать невозможно, запах этой... Вот опять же. Миллион мух. Опять же, почему не прессовать все это в брикеты и не продавать как биотопливо? А зачем, если можно просто выливать и все? Так на этом люди деньги делают. Ну, у нас, я вот говорю, такая ситуация. И, Ну, это просто хозяин такой идиот. главное, что они второй завод построили. Вот. Ну, все хорошо. Значит, купили санэпидстанцию, рыбнадзора и там все это. Вот. Водоохранные вот эти все организации. Ну да, и, а что штраф для них 50 тысяч? Ну, согласитесь, это же 50 тысяч не каждый месяц. Это они скупятся, да? Ну да. Вот. Она говорит, самое ужасное, это мухи. Просто Ну, конечно. не огромные мухи. Да. Просто, вот приехали, купили дом, чистой этой, ну как, воздух, вода, все замечательно. Ну, вот вам, пожалуйста, построили завод. Что? Дом не продать, кто купит в таком месте дом? Ну. Понятненько. Ладно, вам хорошего вечера, побегу я дальше. Всех благ вам. Жалко, Удачи. Если что,